Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения», и мы находимся в селе Выльгард. И здесь мы построили еще один красивый одноэтажный дом параметрами 8 на 12 с 3 спальнями, с 2 санузлами, с сердцем дома гостиной, с выходом, а там еще такое большое французское окно на задний двор. Эту красоту, во-первых, надо посмотреть. Планировка очень интересная. Ну и покажу вам красоту строительства. Также отмечу, что данный дом мы строим по семейной ипотеке. Комплексно. Поэтому история данного дома не заканчивается на текущем этапе. Много чего еще интересного покажу дальнейшие этапы обустройства дома, как он будет преображаться. Я думаю, вам будет это полезно, уверен даже в этом, потому что и вас это ждет. То есть мы будем делать полы, мы будем утеплять потолки, заниматься, устанавливать окна, двери, проводить коммуникации. То есть все будет сделано здесь, на ваших глазах. И пока мы не зашли в дом, прошу оценить этот дом с этой стороны, с этого фасада. У нас идет красивое крылечко. Его практичность в том, что когда мы заходим в дом, атмосферные осадки за шиворот не падают, спокойно кладем или вешаем на крючок сумки, допустим, да, и открываем, там по карманам возимся, ищем ключи в комфорте, открываем дверь, проходим в дом. И плюс вот это слуховое окно придает некую эстетику дому, да, не просто какая-нибудь простая конструкция, да, то есть уже небольшая эстетика. И не только с этой стороны, но еще и с той. Ну, красота. Пойдемте со мной. То есть здесь теплый воздух, плюс 20, снаружи минус 30, 50 градусов Цельсия, 50 диапазон температур. Следовательно, теплый воздух не должен выходить. Это первая функция. Плюс вторая функция тамбура смягчает температурный переход. Вот этот много десятков градусов, да, отсюда до туда за считанные секунды подчас, да, то есть мягкий температурный переход, особенно если люди взрослые, ну, чтобы не поплыть. Это тоже очень важно, давление еще упадет или подскочит. Ну, что-то случится с человеком, что такого не было, тамбур, ну, желательно, чтобы нужен был. Тамбур есть, котельное помещение сразу мы спроектировали под газовое оборудование, то есть, что в котельной должно быть не менее 15 кубов площади и обязательно слуховое окно. Нормативы, то есть мы это все знаем, проектируем. То есть, что мне нравится, тоже практичный элемент рядом со входом. То есть такая техническая часть, ну, рядом со входом. Грязь не надо тащить дом, все подводки, все вот здесь. Вот. Котел газовый, допустим, электро, накопительный бак, подводка от скважины, какие-то даже щиток, то есть все сюда. Все сюда. Все, проходим уже в основную часть дома. Я разделся, захожу. Здесь, вот, начну с сердца дома. Мы попадаем в просторную кухню-гостиную. Простор и красота. Здесь в дальнейшем, по желанию заказчика, нашими, не нашими силами, но есть перспектива сделать террасу с выходом на эту красоту, то есть на природу. И это помещение, как видите, не заканчивается только площадью данного дома. Да? Это помещение в своем масштабе продолжается, потому что окно большое. То есть вы живете не только здесь, вы живете на всем вашем участке и открытом пространстве. То есть это воздушно, это не закрывает вас. То есть, ну, круто, мне это нравится. И вот эти большие окна освещают естественным светом, солнечным светом, что дает некую такую энергию, бодрость, да, в нашу жизнь. Иногда вот такую серую, но как-то бодрит, освещает. Круто, круто. Ну, мне нравится. Помещение светлее. Классно? Классно. Так, пойдем посмотрим еще 2 санузла у нас здесь и спаленки. Со спальни взрослых. Тут фишка. Мне нравится. Я захожу вот в помещение. Здесь, дай бог памяти, здесь идет большой просторный санузел. Реально просторный. Когда есть и красота, не обратил внимания, не обратил. Здесь мы стены строгали, делали декоративные фасочки. То есть они уже, ну, по сути, являются
Но финишным результатом, да, вот так вот, как бы лишнее проконопатить, убрать, что-то, если хотите, шлифануть, и так под лак, и так эксплуатировать. То есть нашим клиентам в ближайшее время не придется тратиться на внутреннюю и наружную отделку. Тоже очень важно, если необходимо резко, быстро заехать и эксплуатировать дом. Классно, классно. Ну и обратите внимание на площадь помещения. Все можно уместить. Что нравится? Что, честно говоря, мне нравится простор. Мне нравится простор. Живется лучше. Мне не нравится, когда как-то сдавлено. Физическое вот это давление, вот когда вот так вот живешь, на вот этих маленьких квадратах в одной комнате 5 детей, вот это физическое давление воздействует на психологическое. И как потом мне, ну я сейчас по себе, идти, как-то пытаться работать, или что-то создавать, или что-то добиваться, или что-то зарабатывать. Да желания никакого нет. Все начинается с дома, все начинается с уюта. Если мне здесь кайфово, я здесь отдыхаю, я иду уже и зарабатываю, и там побеждаю что-то уже во внешнем мире. Но тут сначала надо создать уют. И мне очень лично важно, когда это все комфортно, практично и просторно. Лично мне. Может, поэтому вот как-то так тоже здесь все происходит. Идем дальше. Уютная спальня. Ну, уютная, причем весьма-весьма. И окна, обращайте внимание, что в этой спальне не особо-то и маленькие. Я предпочитаю окна большие. Они благородно смотрятся, они украшают дом, делают его богаче. Вроде простота, да, что там, побольше отрежь, повыше отрежь. Но вот эти большие окна, они, конечно, очень облагораживают дом. Мне нравится. И хорошо, что заказчики выбирают это решение. А не маленькие бойницы, чтобы в целях экономии. Да что там экономить? Что там экономить? Настолько современные уже окна, теплосберегающие уже существуют. Еще толстые вот такие, надежные. Что переживать? Ага. И теперь пройдемте в другую часть дома, покажу. Другую часть дома. Здесь у нас планируется... Так, здесь санузел. Будет каркасная перегородка, санузел. Здесь одна спальня, вот с таким красивым, тоже большим окном. Класс. Нравится? Нравится. Даже если в сравнении, давайте сравним. Это, конечно, не очень, просто сравним. Вот есть соседний дом. Есть площадь фасада, она большая. О, еще другой, тоже ошибок много, сейчас покажу. И окна смотрятся маленькими относительно фасада, такими одинокими окнами. И теперь, господа, еще обратите внимание на тот дальний дом. Вот за той елкой, видите, одинокое окно? Видите, на площади всего фасада это окно смотрится куценько. Оно не украшает фасад. Понимаете? То есть окно можно сделать не только же будет выполнять свою функцию освещения, да, но окно может и украшать ваш дом. Вроде конструкция, а украшает. Мы же в доме делаем розетки, да? Черные иногда делают. Эти черные розетки, они украшают помещение. Ну, на текущий момент мода такая, да? И украшают помещение. Радуешься. Но если мы розетки это делаем, почему окнами то же самое не сделать? И вот я предпочитаю, чтобы окна были побольше, желательно, возможно, с ламинацией, да, допустим, здесь шоколадное, а сделать тут шоколадного цвета снаружи, изнутри белого, то есть тоже благородности передать, какой-то красоты, эстетики. Просто, думайте об этом, варианты улучшения, да, и украшения, причем это такие недорогие варианты, все же чуть-чуть размер изменить, но смотреться будет уже по-другому. Вот вам пару примеров. Ладно. Первая спальня с большим классным окном. Еще один санузел. Классно, что их два. Да? Потому что кто-то с телефоном там пропадает. Да, дождешься потом. Так, здесь еще одна спаленка уютная, тоже с красивым большим окном. Класс. Каждому по уюту. У каждого уют. Каждому комфортно. Мне нравится, что вот отец все продумал. Я еще, господа, хочу кое-что отметить. Пройдемте. Вы думаете, что деревянный дом, это вот вы купили и живете как в деревне, да? В глухой. Хотите, обратно я вам просто покажу. Пойдемте. Вот давайте сейчас посмотрим на дом. Видим наш дом. Видим асфальт до дома. И теперь смотрим туда вдаль.
чуть-чуть вдаль и видим желтенькие, оранжевенькие, что-то такое, теплица, а это верандочки. Это там садик. То есть, грубо говоря, вы вышли, садик под рукой, школа, он там чуть подальше, конечно, магазины маленькие, тут недалеко. То есть тут, по сути, сейчас очень массово обустраиваются люди, и вы живете в полном комфорте. Когда такое было, чтобы асфальт делали до дома? Здесь хочу сказать, что помимо электричества здесь газ и водопровод еще будут централизованы. Где вы такое видели, чтобы асфальт был до дома? Мне 40 лет, я в жизни не видел, чтобы асфальт до дома проводили. Это вот время, по сути, классное для людей, которые сейчас строят частные дома. Время на самом деле благодатное. Газ подводят везде, дороги делают на самом деле. Вот у меня дача в Дырносе, там газ будут проводить в следующем году, как я понимаю, было сказано. И дорогу планируется центральную делать. Понимаете, есть улучшение в малоэтажной сфере. То есть, если вы строите себе дачу или строите дом, у вас весьма комфортная жизнь будет. Вы получаете полноценную жизнь, как в своей квартире, только круче. Вы получаете еще территорию, вы получаете большие просторы, потому что, квартира это сколько квадратов? 50, 60 за эти деньги. Квартиры сейчас очень дорогие. Здесь за 6-7 миллионов можно здоровый дом под ключ построить. Где вы за 6-7 миллионов, что вы сейчас купите? Логично, да, нового, свежего, интересного. Ничего. Большой дом за небольшие деньги. И вот с этой стороны еще посмотрим на дом. Тоже эстетически красиво. Интересный фасад. Такая эстетика есть. И кровля цвета шоколад. Установлена снегозадержатель, водосточная система. Все прекрасно, все красиво. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. История наша и этого дома не заканчивается. Будем строить его, как я уже говорил, под ипотеку, с коммуникациями, с первичной отделкой. Поэтому встречаемся в следующих роликах. А если и вам необходимо построить дом, или у вас есть желание хотя бы проконсультироваться, милости просим. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите на консультацию. Будем рады проконсультировать, все расскажем, все покажем, первичный сделаем расчет, план вам, все предоставим, а дальше вы уже принимаете решение. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока.